После резонанса вокруг политзаключенного лидера нашей партии «Алга Казахстан» Марата Жламбаева, представители власти Артур Ластаев, всяческие провластные СМИ, доверенные лица Токаева начали экстренно реагировать. Но при этом в один голос утверждая, что у Марата все в порядке, якобы занимается спортом, отличные условия содержания и соблюдаются все его права. Полиция даже прислала правозащитнице Бахчан Туригожиной 12-секундное видео, на котором Марат делает в камере ДИЗО зарядку. Во-первых, это может быть старое видео, и дата и время могут быть элементарно смонтированы. Но даже при этом видно, что Марат очень сильно исхудал, пошатывается, что говорит о его бессилии. Во-вторых, где видео с тем, как он ходит, или где он сам говорит о своем состоянии, или дает интервью. И если, как утверждают приспешники Токаева, у Жламбаева все хорошо, зачем он объявляет без голодовки, который длится вот уже более 200 суток. А в своем последнем письме он сам нам всем говорит, что это акция протеста, а не тренировка организма, как утверждает власть. Разве при нормальных условиях он стал бы себя истязать и рисковать жизнью? Только пару дней назад Марат, переданным через адвоката письме, подтвердил, что условия содержания ужасны. Оказывается, психологическое давление. Его жалобы и заявления не регистрируются. В камере антисанитария, крысы, блоки и доказательства. В доказательство он передал через адвоката экскременты крысы для обследования на наличие инфекции и заразы. И почему, как только ситуация Марата стала критической, получив широкий общественный резонанс с сочувствием народа и возмущением, власти и провластные СМИ вдруг вспомнили о нем. После более 2 лет молчания начался шквал публикаций, опровержения, псевдофактов, фотографий. Сразу псевдоправозащитники поехали к нему поинтересоваться якобы его состоянием. Причем Марата на фото снимают со спины, в тюремной робе, поверх спортивного костюма, чтобы под толщей одежды скрыть, насколько он истощен. И не показывать его открыто его лицо. Когда режиму выгодно, то он на всю страну показывает видео с тюрем и Дикого Армана, и Муратхана Токмади, когда хотели показать, что Токмади убил Татишева по заказу Аблязова, и Хайрата Сатыбалды, и Мухтара Джакишева и так далее. То есть только когда у режима есть интерес о чем-либо лживо убедить народ. А Марата Жламбаева, честного, невиновного, абсолютно ни в чем, упорно не показывают крупным планом и нет видео с ним. Потому что все увидят, до какого состояния довел его режим и медленно убивает. Потому что Марат расскажет реальное положение, что раскроется совсем невыгодная режиму правда. Разве мы можем верить той власти во главе с Токаевым, которые в январе 22 года лгали о нападении 20 тысяч террористов, не предоставив ни одного из них? Убийство Дулата Агадила в тюрьме выдали за сердечный приступ. Также утверждают, что у Арана Атабека все в порядке, когда он сидел в тюрьме. Но сразу после тюрьмы он скончался. И мы все увидели, до какого ужасного состояния его довели. Убили сына Агадила. Снова заявили, что они ни при чем. Мы поверим только тогда, когда журналисты и правозащитница Бахчан Туригожина лично увидят Жламбаева. Он сам на видео, без давления, присутствии независимых правозащитников, журналистов или адвоката скажет, что с ним все хорошо, все в порядке. Без этого все, что заявляют представители режима, это очередной спектакль, ложь, попытка скрыть преступление против человека. Если вы не боитесь правды, откройте двери Жламбаева для общественности, независимых правозащитников, ООН, членов его партии, если вам нечего скрывать. Предоставьте фото с лицом Марата, видео крупным планом, его голосом, со словами. А пока этого нет, мы будем считать, что Жламбаев находится в смертельной опасности. И все ваши заявления — очередная циничная ложь во спасении преступного режима.